Ассаламу алейкум. В первую очередь я бы хотел поблагодарить, начиная всех, кто организовал причастие к организации этого мероприятия, и всех, кто еще примет участие в виде информационного сопровождения, кто поделится в соцсетях этим, потому что вы делаете большое дело все, потому что в нынешних условиях политических репрессий, кроме информационной, правозащитной, может, деятельности, мало способов как-то благотворно повлиять на судьбу многочисленных политзаключенных. Поэтому вам огромное спасибо. Я, наверное, не буду затягивать, не буду в общих красках освещать это дело. Думаю, вместо меня это специалисты уже осветили, юристы. Скажу, наверное, кратко вот по некоторым из фигурантов, по крайней мере, о своих ровесниках, вот молодых людях, Багаудине Хаутиеве, Исмаиле Нальгиеве, которые также находятся в рядах политзаключенных, обвиняются в экстремистском сообществе, создании. Дело в том, что меня всегда удивляет то обвинение, которое на них навешивают, оно создает такой, знаете, ореол неких радикалов, такого молодого крыла, видимо, ну, для этого их сюда включили. Но это никак не вписывается в образ этих людей, если взять даже минимальную биографию. Эти люди изначально вели свою деятельность всегда сугубо в правовых таких рамках, всегда выступали за изменения в таком конституционном юридическом поле. И если взять Багаудина Хаутиева, человек, который со студенческой скамьи выступал в различных там общественных начинаниях, он был и руководителем молодежного парламента, после создал, скажем, ассоциацию молодежи республики, и в каждой вот из этих там организаций всегда какие-то выступал с инициативами, которые должны были бы вовлекать молодежь в позитивные изменения в будущем, в государственную структуру, скажем, республики в будущем. Но, к сожалению, везде чинились препоны уже тогда. Исмаил Нальгиев, также соратник там, Багаудина по ассоциации молодежи, он, например, именно для себя в общественной сфере, наверное, больше избрал такую сферу, скажем, контроля, да, за прозрачностью выборов. Вот я знаю, что незадолго до начала этих протестных событий по республике у него уже были планы открыть своеобразный филиал общероссийского движения «Голос», в рамках которого он подготавливал общественных наблюдателей на выборы текущие, предстоящие. Ну, в общем, занимался тем, что налаживал именно прозрачность. То есть это, к чему я это привел? К тому, что вот в свете даже вот этого краткого, да, дискурса, вернее, экскурса там, в их биографию этих ребят, ну, видно, что это абсолютный нонсенс предъявление каких-то радикальных обвинений в радикализме, в экстремизме. Да. В любом случае, еще хочется подчеркнуть, что несмотря на те репрессии, под которые они попали, они и остальные политзаключенные в своих вот словах, обращениях, которые через юристов временами отправляют, видно, что эти люди абсолютно не опустили руки, они не там, преданы, скажем так, безразличию, да? Они, наоборот, призывают людей стоять на своем, потому что они уверены в своей правоте, уверены в верховенстве справедливости и права. И это важно сегодня понимать населению. Я вижу, что это понимает население. Потому что, несмотря на все эти репрессии, которые делает государство, люди понимают, что это делают не от уверенности. Власть видит, что она уже не может скрывать. Дальше припудривать нос вот этому политическому трупу, называемой вертикалью власти, не получается. Поэтому им приходится приступать уже к силовым мерам. Но как бы огорчительны не были вот эти моменты, как задержание различных активистов, все равно лично я это понимаю, вижу понимание у населения, что все-таки гражданское общество сейчас пока одерживает победу в этой неравной борьбе. Это как, знаете, проигрывать небольшие сражения, но все-таки в основном в этом противостоянии, в своеобразной войне, народ пока берет верх. И я надеюсь, что эта ситуация продолжится, потому что с каждой этой репрессией эти власти, которые пытаются добиться равнодушия у населения, они наоборот добиваются того, что
еще большему количеству людей в голову западает идея, что пора все-таки брать дело в свои руки, пора влиять, пора быть причастными к происходящим общественно-политическим событиям и в республике, и в стране. Поэтому я желаю всем политзаключенным скорейшего освобождения, силы и терпения их семьям, а нам всем, гражданам, неравнодушия в первую очередь. Спасибо большое.